общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна, наша Конституция, наше решение. Закончится ли пандемия коронавируса летом, эксперты пока могут лишь предполагать. Зато можно точно утверждать, что предстоящий июнь внесет в жизнь россиян важные изменения. В первый месяц лета вступили в силу новые законы и нормативные документы. Рассмотрим наиболее актуальные из них. С 1 июня начали поступать выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет. Такие меры социальной поддержки были введены в связи с пандемией коронавируса. Чтобы получить 10 тысяч на ребенка, необходимо подать соответствующее заявление на портале госуслуг. Данная выплата единовременная и будет предоставляться на каждого ребенка указанного возраста. С 1 июня все российские центры занятости начали работать по новым правилам. Они получили доступ к базе органов ЗАГСа и МВД. С использованием информационно-аналитической системы сотрудники центров занятости начнут проверять сведения о регистрации по месту жительства, действительности паспорта и о наличии детей. Если будут выявлены несоответствия между представленными человеком и запрошенными в официальных структурах данными, центры занятости произведут перерасчет ранее выданного пособия. С 1 июня вступили в силу поправки в Федеральный закон об исполнительном производстве. Теперь выплаты социального характера будут защищены от взыскания долгов. Речь идет о следующих выплатах: пособия россиян, имеющих детей, материнский капитал, алименты, пенсии по потере кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах или от чрезвычайных ситуаций, компенсация проезда, приобретение лекарств и другие. Чтобы было очевидно, с каких выплат нельзя списывать задолженность, они будут соответствующим образом промаркированы. Порядок указания специального кода установит Банк России. Хотя индексация пенсий в июне в России не предусмотрена, миллионы российских пенсионеров могут рассчитывать на получение иных выплат в первый месяц лета. К примеру, прибавка к обычной пенсии ожидает тех, кто в мае 2020 года отметил свое 80-летие, при условии, что они получают страховую пенсию по старости. В таком случае к пенсии прибавляется сумма, равная величине фиксированной части. С 1 января 2020 года она составляет 5686 рублей. Пенсионеры, оформившие доплату за иждивенцев, с 1 июня будут получать прибавку в размере 1895 рублей. В общей сложности пенсионеры могут доплачивать за 3 иждивенцев. Кроме того, повышение выплат ожидает российских пенсионеров, которые в мае ушли на заслуженный отдых, оставив работу. Им должны добавить к пенсии все средства, недополученные от пропущенных индексаций. Закон, отменяющий специальную комиссию за перевод денег с карты на карту внутри самого банка, если карта получателя была выдана в другом регионе, вступает в силу с 14 июня 2020 года. Этот важный и один из самых долгожданных законодательных актов разрабатывался под Сбербанк, который много лет практиковал такие комиссии за внутрибанковские переводы. Но в Сбербанке довольно быстро придумали способ, позволяющий компенсировать выпадающий доход. Он заключается в ограничении суммы переводов в течение месяца. Максимальная сумма всех переводов в месяц составляет 50 тысяч рублей. Оформление ипотечного займа в режиме онлайн стало возможным для жителей России с 1 июня. Многие банки уже подтвердили свою готовность к оказанию новой дистанционной услуги. Схема выглядит примерно так. Желающий взять кредит на приобретение жилья должен направить в кредитно-финансовую организацию выписку из пенсионного фонда, которая является подтверждением его доходов. При заключении договора используется электронная подпись. Удаленно средства можно получить как на покупку недвижимости на первичном рынке, так и на приобретение жилья на вторичном рынке.
Эфир нашего телеканала продолжит информация об эпидемиологической обстановке в регионе на 6 июня. Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Здравствуйте. Текущая эпидемиологическая обстановка в нашей республике. Добрый день. Ситуация у нас остается достаточно напряженной. На сегодняшний день 2453 в общем количестве случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано. За последние сутки 73, из них 60 – это город Якутск. По городу Якутску особо хочу отметить, что у нас туда входит также и статистика Жатая. Вот, например, в данном случае 63 – это жители Жатая. И по Жатаю в последние дни мы видим определенный рост количества заболевших, их уже там 16. У нас остается достаточно напряженная ситуация по Намскому улусу, где всего заболевших с начала коронавирусной инфекции уже 102 человека, по Мегино-Кангаласскому 48 человек. Вместе с тем, по всем другим районам ситуация в целом остается под контролем, хотя, конечно же, вот последние дни у нас вызывает опасения Мирлинский район, где есть две у нас ветви заражения. Первая – это несанкционированное празднование мусульманского праздника Ураза-Байрам, после которого среди представителей выходцев из стран ближнего зарубежья отмечается достаточно большое количество людей заболевших. Вот, и буквально вот сегодня еще 4 человека в Мирлинском районе прибавилось из числа этой диаспоры. Вот. И у нас есть, к сожалению, заболевшие в детском саде, который там работает дежурный. И сейчас будут проводиться меры опять же, по забору анализов и у детей, и у работников детского сада, ну и по дальнейшей работе по локализации данного очага. Также хочу сказать, что вот сегодня, подводя итоги 2 последних недель, в течение которых была проведена большая работа по выполнению ограничительных мер по республике, нам удалось сбить темпы прироста количества больных с 9% до 4%, за последнюю неделю с 7% до 4%. Это показывает, что те меры, которые были приняты у нас в республике, по дальнейшему соблюдению ограничительных мер, и особенности по городу Якутску, где вот уже 2-ю неделю у нас санитарная обработка идет, они дают хороший результат. И мы уверены, что и вот эти выходные проведенная работа даст свои результаты, и на следующей неделе по городу Якутску мы тоже должны видеть уже улучшение ситуации. Вместе с тем хочу сказать, что у нас достаточно большое количество людей в тяжелом состоянии, их у нас 19, из них 5 на аппаратах ИВЛ, все они здесь находятся в городе Якутске. К сожалению, количество умерших от болезни достигло количества уже 14 человек. Вот, и в основном это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний. И поэтому еще раз хочу обратить внимание жителей республики на то, что, конечно же, эта болезнь очень коварная и по старшему нашему поколению бьет очень серьезно. Поэтому и старшее поколение нуждается в нашей поддержке, как раз нуждается в том, чтобы его оберегали именно от этой болезни. Поэтому здесь, конечно же, всем надо подтягиваться, соблюдать те ограничительные меры, которые еще у нас в республике действуют. При этом еще раз хочу сказать, что у нас очень большое значительное количество анализов каждый день делается. За последние сутки свыше 3500, и общее количество анализов на территории республики уже почти 141 тысяча. По показателю на 100 тысяч населения мы, безусловно, один из лучших регионов страны, и как раз это позволяет нам выявлять болезни на самых ранних стадиях и лечить людей уже практически амбулаторно, как раз не доводя ситуацию до тяжелой. Вместе с тем, еще раз говорю, что сейчас самое главное – это соблюдение всех тех мер, которые у нас в Республике Саха-Якутия действуют. Уверена, что это даст свой положительный результат, и мы будем видеть в республике и дальнейшее снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 6 июня. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутске дезинфицируют общественные пространства для нераспространения коронавирусной инфекции. Обрабатываются скверы, детские площадки, дворы и остановки. В выходные дни работа проводится в усиленном